И доброе утро, Ирдик Хелшу, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, друзья, вчера, позавчера, вообще на этой неделе у нас стояла шикарная погода, но сегодня тоже пока хорошо, только такой теплый ветер, который предвращает, скорее всего, дождь со снегом, который обещают по интернету. Ну, не знаю, что будет. Обещают сильный ветер, даже оповещение на телефон гидрометцентр прислал. Так что, друзья, и у меня такая вот сегодня работа. Сейчас вам покажу. Вот ветер стих, но вот столько вот всего под навес мне сегодня замело, вернее. И я оттягивала. Мне нужно все-таки, раз сегодня как-то последний день, можно сказать, и осени, и по погоде говорится, что будет холодно и сыро. Я собиралась, но никак не собралась помыть. Вот это у меня мой как бы дом. Вот это вот вход в мою кухню, друзья. Если что, смотрите. Потому что все думают, что у меня такая кухня хорошенькая. Она вот так вот, как видите, под скат идет. Это у меня саманный домик. Я его просто обила этим металлопрофилем, чтобы он как бы не... Ну, постоянно приходилось его подбеливать, подкрашивать. И такие вот у меня тут навесы. Чтобы тоже... Это мой дядя моего мужа мне сделал, еще когда не было обито железом этот домик, чтобы дом все-таки от дождя, от ветра уберечь. Ну и навесы, вы сами знаете, что вот такие вот нам навесы, террасы, как они называются, не знаю, но у нас навесы по-любому. Они очень удобны. Навес у меня по всему периметру этого домика, как вы видите. Вот. Вот он идет и сюда тоже. Вот. Везде навес. Везде вот так вот навес, чтобы и в дождь, и под солнцем ничего не мешало. Ну, это задний двор, получается, по-любому. Это задний двор. Но все равно, хоть задний, хоть передний, убраться, прибраться здесь надо. Вот такой у меня объем работы. Эту стену уже я одну помыла. А теперь надо хорошенечко вымыть этот стол, помыть остальные стены, двери. Тут, как видите, ремонт на кухне. Джабраил мне тут много чего везде пачкает. Сейчас тоже приберусь. Вот такой вот сегодняшний у меня объем работы. Показываю, насколько тут некрасиво и грязно. Не всегда у меня тоже чисто. Вот такие вот дела, друзья. Сейчас быстренько помою. Ну, его быстро, легко мыть. Немножко порошочка насыпала в тазик с водой. И быстренько сейчас пройдусь, помою. Нужно вот эти вот флягу помыть, чтобы воду накопить. Этот бачок у меня все время стоял. Там тоже на заднем дворе. Перемою, да, воду для таких нужд поставлю, потому что, сами знаете, я постоянно жалуюсь, что у нас нет воды. Ну вот такие вот дела, друзья. Малину я не обрезала, ну, теперь оставлю до весны. Там малина-то с гулькин нос. Вот, гуляет моя птичка. Тоже надо сегодня, постараюсь, 2 курочек, чтобы сын зарезал, почистить. Одну Мадине отправлю. Одну, наверное, на бульончик себе тоже. Джабраил тоже сегодня что-то себя неважно чувствует, не пошел на работу. Говорит, ломят кости или от усталости, или от простуды, не знаю. Но вроде бы, говорит, нигде не простужался, нигде не замерзал, но не знаю, может быть просто усталость от того, что, сами знаете, он на стройке, от того, что разгинается, сгибается, вот все эти вещи. Хотя он так физически сильно тяжелых вещей не поднимает там. Плитку уложить там не очень-то. Но все равно и мешки таскал как-то. Ну все, будем надеяться, что все будет хорошо. Вот вам показала некрасивую картину у меня. Но будем надеяться, что я сейчас быстренько справлюсь с этим всем. Надо было и печку, но не буду ее тоже красить уже под зиму, потому что она все равно будет всю зиму тут стоять, и как бы все равно будет шелушиться вот эта вот красочка. Так что это уже весной перекрашу ее. Как я сказала, это у меня задний двор, но что поделать, на этом заднем дворе у меня моя кухня. Делать нечего. Ну ничего, люди живут и похуже, мне кажется. Лишь бы мы все были здоровы.
Так, друзья, война войной, а обед по расписанию. Я-то поела, часов в 11 забежала. Очень меня как-то вот мне захотелось поесть. Поела яичницу, но домашним же нужно готовить. Поставила варить картошку, а хлеба у меня не оказалось. Послать Гекова Ибрагима еще нет дома. И мы будем делать с вами опять мои лепешки. Ну, я сейчас буду замешивать тесто. И немножко с вами поговорю и отвечу на какие-то комментарии. Опять возникло много вопросов по свадебному ролику моему. Так, значит, смотрите, литр простокваши. Ну, в вашем случае, наверное, скорее всего, кефира, потому что не все же держат коров. Столовая ложка без горки соли и чайная ложка соды. Это тесто буквально на все, друзья, на пирожки, на лепешки с творогом, на лепешки с картошкой, на пустышки, на пирожки с картошкой, пирожки с творогом, вариантов миллионы. И хлеб в духовке, и хлеб на сковороде, наверху, как бы на сухой сковороде. Вот будем такое сегодня делать. Ну, скорее всего, я сейчас просто буду, когда замешивать тесто, с вами поговорю, потому что времени мало. Мне нужно успеть сегодня. Я думала, что так легко отмою, потому что раньше, когда часто моешь, быстро отмывается. А сегодня я вот давно не мыла и никак не могу это все отмыть. Даже сеткой терла, особенно вот, ну, с той стороны дома, где очень тщательно пришлось, ну, там, где нет навеса, пришлось отмывать сеточкой прямо вот. Поэтому вот так. Помыла пока только две стены, эту с улицы и вот эту, где дверь. А дальше буду уже домывать, как бы, но сначала надо покормить семью. Значит, друзья, у меня тут возникло некоторые вопросы, некоторые я скринила, а это прям прочитаю так. Значит, ну не буду говорить, кто, ник мужской, но не знаю кто. Прочитаю как есть. Так, вы вот видите, тесто нужно, кому интересно, про тесто, понемножечку все вот замешивать, понемножечку. Так, значит, зачитываю. Ну, я, конечно, все понимаю. Традиции, обряды народов, это все прекрасно. Но мне кажется, что некоторые народы начинают активно забывать, что живут в России. Наша страна – правовое государство, а не религиозное. Сейчас на меня обрушатся с упреками мусульмане, как это всегда бывает, потому что ни критику, ни чужое мнение ими воспринимается в штыки. Еще скажите, что и многоженство это тоже во славу Аллаха, и в последнее время в республиках закон не писан. Так, вы знаете, мне бы очень не хотелось отвечать на этот вопрос, даже мне сын сказал: мама, оставь. Еще раз скажу, друзья, я много раз говорила на канале, что я не хочу затрагивать религию и не хочу затрагивать политику. Но просто немножечко все-таки отвечу. И я этому человеку тоже ответила, что мы соблюдаем законы Российской Федерации. И посмотрите, друзья, не в обиду никому, вот, не в обиду никому. Дело в том, что правовое государство, да, а что в нашем правовом государстве нет, как бы, как это у вас называется, гражданских браков, все забыла, что нет гражданских браков, не то что у нас в России, а по всему миру, что нет детей, рожденных вне брака. Я что-то удивилась, или это только у нас, можно сказать, в смысле, почему это так вот, таким ребром поставлен для меня вопрос. Я не буду ополчаться, я ничего не говорю, мы законопослушные люди, по-любому, мы живем в Российской Федерации, закон мы слушаем. Если бы мы не были послушны, то мы, наверное, бы были в местах не таких уж хороших, мне кажется. Закон писан для всех, мы живем в Российской Федерации, да, и мы прислушиваемся этих законов, но от того, что мы сегодня не побежали сразу в ЗАГС, это же не значит, что мы непослушные, незаконопослушные люди. По-любому ЗАГС, брак у нас регистрируется через неделю, через 2, через месяц. Но регистрация получается, бывает. Делают, потому что по-любому возникают проблемы же потом. А зачем они нам нужны?
уже при рождении детей. Как вы говорите, Аллахом приветствуется многоженство во славу Аллаха. Аллахом не приветствуется многоженство, если этот человек не может содержать жен. Там, например, по исламу, по-моему, 4 жены он имеет право содержать. Если этот человек не может одинаково содержать этих жен, если хотя бы у одной жены будет, как бы хоть одну он ущемит в чем-то, то это не будет во славу Аллаха, по-любому. И не думайте, что раз разрешено по религии иметь 4 жен, то все должны сегодня бежать и жениться. И не жениться. У нас крайне редко многоженство. Именно, например, у нас в Ингушетии. Я не говорю за других. Есть, но очень редко. Очень редко. И это большая ответственность не перед людьми даже, а перед Всевышним, потому что соблюдать все, что нужно, именно уже если 2 жены, то получается 2 семьи, 3 семьи. Вот содержать 2-3 семьи в нынешнее время, конечно, не любой мужчина справится, как нужно, как сказал Всевышний, чтобы как нужно содержать эту семью. Так что, друзья, вы не думайте, что от того, что они там женились раньше или еще что-то, что они бегут и женятся 2-й раз. Женятся, которые могут содержать 2-ю семью. Ну, может быть, женятся и не те, но им все равно потом держать ответ перед Всевышним. Так, видите, тесто уже у меня готово. Оно вот такое, видите, липкое. Оно теперь должно немножечко полежать, как бы. Вот. Минут 15-20 оно полежит, пока варится картофель. Одновременно и лепешки мои будут готовы. Так, и, друзья, пока у меня есть минут 10-15, я немножко отдохну и отвечу все-таки на вопросы этого человека. Ну и несколько других вопросов пока жду. Действительно, немножко передохну. Так, тот же человек дальше спрашивает в этом же вопросе, что а многоженство разрешено законом Российской Федерации. Вот так женятся по приказу родителей, а потом жен себе еще добирают. По законам нашей страны сначала нужно зарегистрироваться. По законам нашей страны нужно сначала зарегистрироваться в органах ЗАГСа, а потом совершать обряды. Вот в православии нужно в церковь проходить со свидетельством о браке, иначе не обвенчают. И еще ответьте, пожалуйста, на вопрос, Лейла. Так, ну это потом я сейчас. Так, мне очень стало интересно, где и в каком законе, еще раз повторюсь, написано, что где есть такой закон, может быть, кто-то мне предоставит его, что мне все равно, если честно, но я не знаю, мне просто даже было смешно, где этот закон, что сначала уйди оттуда, что сначала нужно зарегистрироваться в ЗАГСе, а потом делать какие-то обряды. Чтобы был такой закон, я не знаю, я не слышала. И опять-таки повторюсь, это практически 2 одинаковых от одного же того же человека. Тогда откуда берутся гражданские браки по всему миру? И действительно, по-моему, это разрешено, даже если детей регистрируют, живущих в гражданском браке. Настолько абсурдно это все, я просто даже не знаю, при чем тут религия, при чем тут мусульмане, при чем, что мы тут там не придерживаемся чего-то еще. Так, и, друзья, пока у меня тесто стоит, немножко тоже дальше отвечу, все-таки, раз уж начала, хочу ответить. Не знаю, и ответить мне сложно на этот вопрос, если честно, не то, что там вот он пишет, что это, ну, я сейчас прочитаю. И еще ответьте, пожалуйста, в том же комментарии. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, Лейла. Вы же выросли при СССР, при коммунистической партии. Вы же в своей республике не ходили тогда в хиджабах и в платьях пол. А что ж потом всех так потянуло в религию? Прошу, не обижайтесь, знаю, многих блогеров не любят неудобных вопросов. Дело в том, что блогеры не то, что не любят неудобных вопросов. Дело в том, что любой блогер, если он не блогер, как бы, который просвещает по религии, не хочет в это как бы втягиваться по-любому, потому что, не зная полностью конкретно всей глубины вопроса, ответа, мы не имеем права говорить что-то как-то, потому что
потом отвечать за это же перед Всевышним, если вдруг что-то, какая-то неправильная подача. Дело в том, что, друзья, в СССР запрещалась любая религия, и вы это знаете прекрасно, что и церкви, и мечети полностью уничтожали, что не разрешалось это, но то, что платьев в пол не было, это неправда. Были платья в пол, были покрытые головы. Может быть, не у всех, как бы, ну, и у нас и сейчас не все покрыты, молодежь. По-любому, взрослое поколение женщин было всегда в длинных платьях, в длинных рукавах и в косынке. Поэтому ничего в этом не поменялось. Сейчас просто появилось больше людей, которые ходили в хиджаб, которые одели хиджаб, я в том же числе. Я тоже к этому пришла, как бы, но пришла. К этому нужно было прийти еще раньше. Но это у нас просто не просвещалось. Сейчас это просвещается. Сейчас много людей, которые изучают религию, которые могут переводить Кораны, они переводят суры, Кораны, хадисы, они все это объясняют, все это показывают. Раньше такого не было, во-первых, потому что не было столько просвещенных людей. Были, например, на все село был один мулла, который, и то не все муллы могли как бы сделать перевод Корана, поэтому это все не освещалось, люди не были освещены, люди не были ознакомлены с этим. Сейчас, алхамдулилlah, много алимов, много людей, которые прекрасно читают Коран, переводят, молодежь причем, изучают Коран, и сейчас дети 7 лет изучают Коран. Раньше же даже есть дети, которые из 5, из 6, но 7 лет уже вместе со школой дети идут и изучают Коран, и поэтому люди пришли к религии. Потому что время такое, я не знаю, как вам это объяснить. Сейчас время такое, все просвещены уже, все просвещаются, об этом говорят, об этом объясняют. И после того, как тебе объяснили и значение хиджаба, и нужность этого хиджаба, поэтому люди пришли к этому, да, его нужно одеть, значит, раз так. Я не буду объяснять, почему, как, зачем. Это можете зайти в любой религиозный сайт, как бы, там все прекрасно, все излагается. Вот поэтому и пришли, потому что открылось сердце к религии. Например, мое сердце открылось к тому, что я должна одеть этот хиджаб. Я его одела в один день, не задумываясь. Я не думала, даже в мыслях не было. Утром, когда я уходила на работу, и в мыслях не было, что я приду уже с работы в хиджабе. Так суждено. Значит, как моя племяшка мне сказала, у меня открылось сердце именно к этому. Именно к Всевышнему, к хиджабу. Но намаз читался всегда, уразу держали всегда, все, что нужно было, делалось. Единственное, что, да, не было этих хиджабов, не было как бы такого большого просвещения еще раз. А сейчас это все по всему миру разрешено и изучать, и уже и это очень хорошо. Мне, по крайней мере, я так думаю, что это очень хорошо, что люди больше изучают религию, пришли к Всевышнему, не только мусульмане, мне кажется, сейчас и все другие религии тоже. По-любому все люди, вот я со многими людьми общаюсь в личке, так, по-любому все только и думают, что о Всевышнем. Он един, религии разные. Всевышний один по-любому. И давайте не будем больше затрагивать тему о религии. Я не хочу, честно, не хочу об этом. И сегодня не хотела. Но раз затронули, все. И просто, друзья, не обижайтесь, если даже будет после этого задан мне вопрос именно о религии, я на него просто не отвечу. Я вам еще раз об этом скажу. Так, сейчас я скринила как бы еще несколько вопросов. Быстро на них тоже отвечу, потом сделаю свои лепешечки, как бы. Не знаю, честно, у меня какой-то груз непонятный, не хочется обсуждать это все. Так, где же этот у меня скрин? Вот. Так, был вопрос такой, если жених
если у жениха делается никях в следующий вечер, то в каких случаях бывают отказы со стороны жениха? Или вообще, так сказать, брак считается недействительным? Так, ну, вы знаете, отказаться жених, это я прочитала сыну тоже, это абсурд. Нет, жених не отказывается ни на следующий день, ни на какой-то день. Если единственное, что наш жених может отказаться от невесты после брачной ночи. Ну, а почему, наверное, это вам понятно, я не буду озвучивать. Вот единственное только это. Жених отказывается от невесты только в том случае, а так я еще не слышала, чтобы жених просто так отказался от невесты сразу же после бракосочетания. Так, был еще один вопрос. Куда везут невесту с родительского дома, если жених у соседей? В дом жениха, конечно, везут невесту. Куда же ее еще повезут? В дом жениха. Он же все равно вечером вернется, уже когда гости разойдутся, жених приходит домой, и как бы в доме жениха просто ее везут. Я просто не рассказала в том ролике про то, что как уже происходит все у жениха, потому что это слишком долго, во-первых. Во-вторых, это надо как-то на примере на свадьбе жениха показывать и говорить. Просто где-то часов 11 обычно у нас, 11-12 забирают невесту из дома, родительского дома в дом жениха. Ну, часов до 2, максимум до 3 невеста стоит все-таки в углу, да. Гости приходят, смотрят ее, все, она стоит, да. Ну, не говорите, почему, зачем и как, что это трудно, что это легко. Это наши обычаи. Вот стоит она в углу, подходят, смотрят ее, как бы пожелания ей дают. Подарки невесте самой как-то не даются, денежка дается родителям жениха, это там уже потом разбираются после свадьбы. Ну, часа в 2-3 уже все, уже она может и зайти в другую комнату, и присесть, и кто-то быстро ее переодевает, кто-то еще до вечера не переодевает свадебный наряд, кто-то часов в 5-6 только переодевается. У кого как. Если, например, гости разошлись, есть что быстро, уже в 2-3 часа уже не бывает. Бывает такая свадьба, что в 2-3 часа все гости уже разошлись, остались такие очень близкие родные только, и невесту все переодевают в обычное платье, ей разрешают и садиться, и поесть, и чайку попить, как обычно молодые девчонки с невестой. В этот день у нее каких-то там прям таких вот обязанностей нет. Уже под вечер может быть, и то в большинстве случаев не бывает. Она может обслужить гостей там. Есть уже, когда вечером жених возвращается домой со своими как бы друзьями, она может обслужить вот своего жениха за столом со своими, с друзьями его. Вот в этом плане. Вот такая бывает обстановка. Друзья, все, у меня уже и тесто, наверное, потому что у меня уборки много, не буду много болтать. Больше, по-моему, нет у меня вопросов, как бы. Ну, там еще есть некоторые вопросы, но у меня просто нет времени. Все, по-моему, вот. Не знаю. Вот так как-то так, друзья, все. Пошла делать лепешки. Ну вот, мои хорошие, картошка у меня варится уже, как я сказала. Сковорода тоже согрелась, тесто полежало. И теперь будем делать наши лепешки. И так, ну вот, друзья, в спешке одна лепешка у меня получилась чуть-чуть побольше. Я ее, видимо, тоньше раскатала. Вот такие вот лепешки. Картошка тоже за это время сварилась. Каспер, сейчас, подожди, мяса нет. Вот. Ой, она горячая еще, видите, какая лепешечка. Я сейчас очень горячая, сейчас покажу дальше. Так, друзья, и вот смотрите, просто покажу творог. Просто я его как бы помяла вот так вот. Это сметанка свежая. И вот сюда вот сметана с творогом. Это у нас называется туабиш. Творог и сметана.
кому нужно больше творога, кладут больше. Хорошо бы, конечно, был зеленый лучок, но зеленого лука у меня нет. Есть красный лук. Вот. И вот такое блюдо, картошка с горячими ольгиш и добир. Как бы наше вайнакское блюдо. Так, ну вот, друзья, наш обед. Картошка со сметаной и с творогом, кто хочет. Кто хочет есть курдюк копченый, лучок. Также я вспомнила, что у меня есть немножечко брюшки осетрины. Наверное, знаете, что это такое. Я их очень люблю. Ну, ем, конечно, очень мало, понемножечку, но люблю. И вот такой вот мягкий хлеб ольгищ с пылу, с жару. Ну, как я сказала, я уже поела, я ничего сейчас не буду есть. Буду кормить свою семью. Так что вот так вот блюдо, можно сказать, из ничего получилось. Всем приятного аппетита, если кто-то ест. Видите, как у нас хорошо. Тепло пока. Вроде бы я боялась, что будет холодно сегодня. И поэтому, ну, видимо, к вечеру, не знаю. Ну, пусть будет как будет, все равно. Как будет, так как Всевышний сделает, как бы. Вот, помыла вот эту вот стену, друзья. Это очень долго ее драила, прям сеткой. Потому что вот тут вот внизу было очень грязно. Так, окно без шторы, как видите. Эту трубу нужно поправить. Конечно, у меня не идеально, очень даже не идеально, особенно задний двор. Очень бы хотелось, конечно, все это переделать, сделать, но не получается. Так, ножки стола почистила. Ну, эти бачки и ведра еще надо мыть, чистить, драить. Эту стену с дверью почистила я. Вот. Там наверху не вычищается. Я не знаю, что это такое. И сеткой, и пемолюксом, чем только не старалась, но не вычищается. Вот. Ну, теперь надо еще, видите, вот эта вот стена. Тут мне просто дивер намочил, чтобы это все хорошенечко отмокло. Как бы. Сейчас начну эту стену мыть, но вот это вот помыла уже. Короче, делов очень много. Потолок сегодня не буду мыть, не успею, во-первых. И во-вторых, я не могу вот так вот смотреть вверх. Шея все-таки еще не совсем как бы пришла в себя. Вот такие вот дела, друзья. Немножко отвлеклась, потому что не было хлеба, надо было печь лепешки, послать некого. Когда Ибрагима дома нет, в магазин послать некого. А самой не захотелось. Пока бы я оделась, пока бы я за это время в 2 раза быстрее сделала наши ольгища. Вот так вот, мои хорошие. Сейчас быстренько доделаю. Говорят, у меня там посылка на почте. Ибрагиму сказала, чтобы когда шел с колледжа, забрал посылку, посмотрим, что мне там прислали. Какой-то сюрприз моя подписчица мне снова делает. Ну, не снова, ну, еще одна подписчица как бы делает мне сюрприз. Посмотрим, что. И, друзья, не ругайте, что у меня все-таки не очень чисто на заднем дворе. Но я стараюсь сейчас привести это все в порядок. Сейчас я домою стены, потом тщательно веником пройдусь по этому бетону. Конечно, у меня очень много как бы планов в голове, чтобы все здесь обустроить, и здесь, и там, и везде, но все упирается, сами знаете, куда. Но когда уже вот ты начинаешь думать о других вещах, что в принципе это ничего не ценно, лишь бы все были живы и здоровы, все будет. Самое главное просто, чтобы держать в чистоте, вот что есть, почистим, а чего нету, так нету. И все, алхамдулилlah, что есть, то есть, как бы, девочки и друзья. Ну, я тут давно не чистила, признаюсь честно, больше месяца я под навесом не убиралась. Как-то никак у меня руки не доходили. Вот так вот, мои хорошие. И проходит мой день. Так, ну что, друзья, уже темнеет, но я закончила. Самое главное, стены я помыла. И вот посылка, друзья, про которую я говорила, от моей подписчицы Елены. Также Елена еще и молодой, как бы, начинающий блогер. Но
про канал я скажу чуть-чуть попозже, наверное. Хотя, девочки, это не реклама, она мне прислала не для рекламы, не думайте. Потому что получила ее, я ее спросила, что. И теперь я распакую, выключи пока. Так, ну вот, друзья, посмотрим, что нам прислала Елена. Дело в том, что объясню, что и как до посылки. Многие знают, что у меня под каждым роликом стоит, что мы, со мной можно общаться в группе WhatsApp, в которой уже очень много девочек, я точно не знаю, сколько нас, моих подписчиц, стали прямо уж очень такими хорошими подругами, онлайн-подругами. И мы общаемся в этой группе, назвали группу «Банда Ютуба». Не знаю почему, как будто бы мы действительно молоденькие такие. Но ничего, нам понравилось это название нашей группы. И поэтому мы там, общаясь, все знаете, что женщины, мы все там хозяюшки очень хорошие. И у кого-то хозяйство большое, у кого куры, у кого скотина, у кого нет, кто и в квартирах живет. Но мы делимся между собой, как обычно мы подруги. Чтобы мы были даже соседями и подругами здесь, что онлайн. И мы как-то вот разговорились, что я сказала, что у меня куры не несутся. Одна еще Галя, подписчица моя, тоже сказала, не несутся. И вот Лена все-таки сказала, что какая-то макуха. Я не знала, что это такое, у нас ее нет. И вот, видите, она мне ее прислала. Она вот после того, как я получила эту ссылку, поняла. Я не знала, что она ее шлет, честно вам скажу. У нас ее действительно нет. Вот, она сказала, если это добавлять, то куры начнут нестись. Вот такая вот макуха. Я не видела такого у нас, но это вроде бы написано, что это горох. Но я не знаю, что и как. Но это добавка к кормам. Макуха профи, 2,5 килограмма. Ну, посмотрим. Потом еще поищем у нас. Ну и вот такой вот премикс для кур несушек, другой домашней птицы здравуш. Ну, такой я у нас видела, но никогда не добавляла. Посмотрим, будем добавлять. И аишки небольшой, маленький, сладкий презентик. Как она сказала, что для аишки. Но тут помладше аишки один сидит, говорит, я одну шоколадку съем, если там шоколадка. Так, вот ты шоколадку съешь, если ты мне сейчас будешь, хотя ты не будешь, а даже если нету, ты сейчас будешь мыть бетон под навесом. И нечего рожу корчить. Но это такое, как бы, нет, отсюда я тебе ничего не дам. Новогодний подарочек, как бы, для Аишки. Вот, киндер-шоколадки. Спасибо, Лен, большое. Огромное спасибо. Не надо было, конечно, так тратиться. Но ничего, спасибо. Спасибо. Главное, посмотрим, что и как. И, конечно, если это будет помогать, то где-нибудь можно будет на каких-то сайтах это покупать. Да и можно будет заказать даже, наверное, у нас в ветаптеках, мне кажется. Потому что по заказу они тоже привозят, чтобы мы не заказали. Вот, мешочек мы закроем. И как приедет Аишка, обрадуем ребеночка. Вот так вот. Так. И, друзья, Елена меня не просила о рекламе, она просто, действительно, мы общались в группе WhatsApp, хотела помочь, чтобы, если это поможет, чтобы мои куры неслись, потому что, действительно, мои куры практически не несутся, их больше 40, даже, по-моему, где-то около 50 кур, в день 3-4 яйца, а то было и этого не было. И поэтому, вот, хочу вам все-таки немножко сказать об этом канале. Называется он «Домохозяйка на удаленке». Она из Таганрога, показывает, ну, как всегда, наш быт, чем она занимается, что она делает, что она готовит, свое хозяйство. Как бы, если вам будет интересно, зайдите на ее канал. Если вас заинтересует, подпишитесь, скажите, что от меня. Опять-таки, я вам говорю, это все прислано не для рекламы. Просто, действительно, мы хорошие подруги, уже онлайн-подруги, как бы. У нас уже много общих каких-то интересов появилось у всех, мы очень подружились, мне они не дадут соврать. Общаемся, рассказываем о своих и бедах,
и радостях, и делимся разными рецептами, делаем друг другу какие-то советы. Ну, короче, вот так вот. И на этом сегодняшний я влог закончу. Ссылку я на ее канал оставлю в описании и закреплю в комментариях. Мне будет приятно, если вы зайдете. Это очень приятная, хорошая женщина. И много чего у нее на канале можно увидеть и посмотреть, и взять на заметку. Ну, она показывает достопримечательности там Таганрога. Но я не буду вам рассказывать, что и как у нее на канале. Зайдите, пожалуйста, на ее канал, посмотрите. Еще раз повторюсь, если вам понравится, подпишитесь. Еще перед тем, как закончить свой сегодняшний влог, я хочу вам все-таки сказать, друзья, потому что я отвечала на какие-то комментарии. Мне кажется, я еще раз повторюсь, давайте не будем... На моем канале я не хочу обсуждать религию, я не хочу обсуждать политику, еще раз вам об этом говорю. Давайте будем как-то толерантны друг к другу, будем понимать друг друга и не будем обсуждать и осуждать эти темы. Я просто показываю жизнь лично свою, ну и немножечко как бы наши обычаи, традиции, все такое. Ну вот, друзья, на этом я сегодняшний свой влог закончу. И действительно, мы обсуждали сегодня тему, немножко как бы коснувшуюся религию. Давайте еще раз я вам скажу, что не будем касаться религии, не будем касаться политики на моем канале. Я этого просто не хочу. Будем терпимы друг к другу. На этом все. Всех благ вам, мира, добра и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня.